В храме Вознесения Господня в Киросе Карткировского района опять раздаются звуки строительных инструментов. Здесь продолжаются восстановительные работы. Во время выходных на субботник приезжали прихожане из Сыктывкара и близлежащих деревень. Здание каменной церкви, построенное 100 лет назад, приводит в порядок с тех пор, как в 2018 году районные власти передали его в собственность Сыктывкарской комизырянской епархии. Елена Кононова о том, что уже сделано. Волонтеры, вооружившись шпателем, очищают старую штукатурку и краску со стен. Затем щеткой смахивают пыль. В этом месте нужно будет заново штукатурить. Фронт работы кажется бесконечным. Само здание церкви по площади не маленькое, 15 на 15. Но для прихожан, которые приехали сюда за 100 с лишним километров, это занятие только в радость. Потому что всегда хочется поработать во славу Божью. Для нашего храма, сделать какую-то историю для наших детей. Вообще, для себя. Работаешь для себя. Для того, чтобы как-то очиститься, понять свою суть. Всегда как-то вот чувствуешь себя как-то благодатно, когда вот помогаешь храму, очищаешь, что-то делаешь. Потому что кто, если не мы, вот просто хотя бы на час, на два зашел, помог. Анатолий и Павел в это время освобождают фундамент от земли, спасая его тем самым от дальнейшего разрушения. Волонтеры говорят, с такой благодатной работой даже усталости не чувствуют. И мы начали с ним работать, и время пошло, и вот эту гору мы разобрали. Да. Вот эту гору разобрали и убрали фундамент. Практически мы эту работу на сегодняшний день выполнили. Пришли в такое место, такой храм, оказывается, тут есть. Мы еще тут не были ни разу. Многие тут не были. Увидев этот храм, в честь Вознесения Господня, это мы поразились, что он в таком величии сохранился. Кирпичи такие вот у них живые кирпичи вот сохранились. Хочется обнять, поцеловать эти вот кирпичи, храм. Такая тут благодать, место такое благодатное. А вот в таком бедственном состоянии был Кировский храм еще 2 года назад. В таком виде здание досталось Сыктывкарской и комизырянской епархии в 2018-м. В церкви, которую подняли еще накануне Октябрьской революции, долгие годы был Дом культуры. В 2015-м деревянные пристройки сгорели. Мама Алексея Королева, как он рассказывает, еще накануне несчастья увидела во сне знамение – огненный крест над храмом. Когда же прихожане взялись за возрождение святыни, сельчанин одним из первых пошел помогать. Надо было зданию спасать, сохранять от дождя, от слякоти. Кирпичи мокнут, трещины образуются. Лед это все расширяет, разбивает. Каждым годом надо было быстро закрыть. Первыми восстановление храма в Киросе начали прихожане соседнего поселка Урьёль. Там собралась дружная, крепкая община во главе настоятеля храма Иверской Божьей Матери. Здесь поселился еще раньше один прихожанин сыктывкарских храмов, Сергий Рабожий. И вот он начал сам по своей инициативе постепенно это все разгребать. Выносить тонны земли, мусора, кирпичей. Ну и дальше как-то мы взялись, хотелось возродить храм, потому что он стоял осиротевший, без крыши, стал бы разрушаться. Вначале даже было страшно. Не знали, за что взяться. Ни потолка, ни пола, ни крыши не было. Внутри здания свалка. Теперь здесь многое изменилось. Новая кровля, пол. Сегодня делают для потолка обрешетку. Один из мастеров занимается изготовлением для храма окон. Одну половину церкви собираются отгородить, установить там печное отопление, иконостас, алтарь, чтобы можно было и зимой проводить службы. Сегодня молитвы читают пока стоя среди строительных лесов. Елена Кононова, Владимир Кривцун, телеканал Йорган, Карткировский район.